Чтение, 5 класс. С вами учительница русского языка и литературы школы-интерната номер 11 имени Валентины Терешковой Табалдыева Азада. Тема урока Константин Ушинский «Слепая лошадь». Здравствуйте, ребята! Познакомимся с планом знакомства с Усидомом и «Догони ветром». Как «Догони ветер» спас хозяина от смерти после возвращения купца домой. Нарушенное обещание. «Догони ветер» изгнан из дома. Слепая лошадь просит защиты. Решение народного собрания. Итак, ребята, познакомимся с содержанием сказки «Слепая лошадь». Слушайте внимательно. Давно, очень давно, когда наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый славянский город Венета. В Венете жил богатый купец Усидом. Может быть, и прозвище Усидома или все дома получил он от того, что в его доме было решительно все. Сам хозяин, и его хозяйка, и дети ели только на золоте и серебре, ходили только в соболях да в парче. Но во всей Венете не было коня быстрее, красивее «Догони ветра». Так прозвал Усидом свою любимую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на «Догони ветра», кроме самого хозяина. И хозяин никогда не ездил ни на какой другой лошади. Случилось однажды купцу проезжать через большой темный лес. Дело было под вечер. Купец ехал одинешенек. Два разбойника схватили лошадь за узду. Третий, махая рогатиной, забежал вперед. Но не видать Усидому родимой Венеты, если бы не «Догони ветер». Конь рванулся вперед своей широкой, сильной грудью, опрокинул державших его злодеев и помчался, как вихрь. Конные разбойники пустились вдогонку. Лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Усидомова коня? Через полчаса Усидом въезжал в родимую Венету на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю. Слезая с лошади, купец тут же торжественно обещал никогда не прогонять своего верного коня и ежедневно до самой смерти отпускать ему по 3 меры овса. А ленивый работник не дал остыть коню и напоил его раньше времени. С тех самых пор «Догони ветер» стал хворать, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Усидом очень горевал. С полгода он верно соблюдал свое обещание. Слепому коню ежедневно отпускали по 3 меры овса. И ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой лошади по 3 меры овса и велел отпускать 2. Еще прошло полгода.
слепому коню стали отпускать по одной мере. Потом хозяин купил себе другую верховую лошадь. Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с догони ветра узду и выгнать его. Слепая лошадь брела на удачу, беспрестанно натыкаясь то на угол дома, то на забор. Наступила ночь, пошел снег. Спать на камнях было жестко и холодно. Несколько часов простояла слепая лошадь на одном месте. Наконец голод заставил ее искать пищу. Она побрела, поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со старой крыши. Бродя по площади, случайно набрела на столбы, на которых висел вечевой колокол. На площади висел вечевой колокол, по звону которого собирался народ. Звонить мог каждый, кто требовал от народа суда и защиты. И думая, быть может, вытащить из-под навеса пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к язычку колокола, и стала дергать. Было еще очень рано, но народ толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто требует его суда и защиты. Все удивились, найдя посреди площади бедного догони ветра, слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом. Потребовали на площадь неблагодарного купца и приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить его до самой смерти. Подведем итог урока. С произведением какого автора мы сегодня познакомились? Как называется сказка? Чему учит нас сказка? Что больше всего запомнилось? Как звали главного героя? Что ты о нем узнал? Кем был для Усидома Догони Ветер? Как Догони Ветер спас жизнь своего хозяина? Какое обещание дал Усидом своему коню? Как получилось, что Догони Ветер остался слепой? Что велел сделать Усидом со слепой лошадью? Как чувствовал себя Догони Ветер? Почему слепая лошадь позвонила в колокол? Какое решение вынесли люди на площади? Что ты можешь сказать о поступке купца? Подведем итог урока. Главный смысл сказки «Слепая лошадь» в том, что очень важно уметь держать свое слово. Ведь на доверии к словам, что люди говорят друг другу, держатся взаимоотношения в обществе. Если купец Усидом не сдержал своего слова в отношении коня, то он может не сдержать его в отношении к людям. И доверия к такому человеку уже не будет. Сказка «Слепая лошадь» также нас учит быть внимательными к домашним животным, которые всецело преданы человеку, но зачастую не могут сами позаботиться о себе. Поэтому, прежде чем завести себе домашнего любимца, необходимо тщательно подумать,
Готов ли человек ухаживать за животным и заботиться о нем днем и ночью?